В Инте прошла ежегодная конференция Коми народа. 30 ноября в зале Дворца культуры и техники собрались депутаты, руководство округа, представители сел и микрорайонов города, приезжие гости и обычные жители. Многочисленные делегаты и приглашенные прибывали задолго до начала мероприятия, чтобы успеть пройти регистрацию. В то же время в фойе учреждения работали выставка и ярмарки, где гости мероприятия могли познакомиться с историей нашего родного края и приобрести местную продукцию. Конференции Коми народа предшествовала большая работа по подготовке. Во всех селах и деревнях округа в микрорайонах прошли сходы жителей, где озвучивались проблемные моменты и выбирались делегаты. По их итогам было отобрано 52 человека, которые и стали участниками конференции. До оглашения повестки заседания были представлены приезжие гости из Сыктывкара, представители различных министерств Республики Коми. После избрания президиума конференции рабочие и счетные комиссии слово для приветствия представили главе округа Василию Сидору. В начале своего приветственного слова я хочу вам передать приветствие от депутата Государственного совета Республики Коми Смали Василия Михайловича, который не может сегодня присутствовать, но он горячо приветствует работу конференции. Он передал, что горячо любит вас и постарается все наказы, которые будут приходить от него, к нему, вернее, от вас, стараться выполнить. Исторически сложилось так, что, будем говорить, все вы, те, кто проживаете, пришли сегодня на эту конференцию, являясь делегатами, проживаете в селах Интинского округа. Часть, пусть это будет и считаться почти в городе, это Юстидор и ПГТ Верхний Инта, но тем не менее все равно вы живете несколько отличной жизнью от городского населения. Поэтому и проблемы ваши, которые у вас существовали, и я думаю, что они и будут существовать, потому что жизнь не стоит на месте, они все равно будут как-то перекликаться с городом, но все равно в то же время несколько отличаться. Я хочу пожелать делегатам конференции сегодня плодотворно работать, отойти от критиканства. Если есть здоровая критика, если есть какие-то насущные проблемы, которые не решались по объективным либо субъективным причинам, выносить ее на, будем говорить, на суд руководителей предприятий, а сегодня их здесь присутствует почти 6 десятков. Это при моем участии в конференции Коми народа я впервые вижу столько руководителей городских предприятий и учреждений на вашей конференции. Это еще один из плюсов того, что все-таки город, именно город, я не говорю про власть, а именно город, городские учреждения, организации с пониманием относятся к тем вопросам, которые вы считаете нужными здесь поднять. Вы знаете прекрасно, что какие-то вопросы вы уже поднимали, и они в ходе приезда сюда главы Республики Коми, тогда он был еще в ранге временно исполняющего обязанности, и уже некоторые вопросы, которые он давал здесь, в этом зале, некоторым со своим министром, они уже успешно либо решены, либо находятся в окончательном стадии решения. Поэтому я надеюсь, что те проблемы, которые вы поднимете, мы все равно решим. Исполняющая обязанности руководителя администрации Лариса Титовец в рамках своего доклада затронула проблемы сел, которые были решены за прошедший период, и вопросы, над которыми еще необходимо работать. Лариса Титовец рассказала присутствующим о перспективном развитии промышленности на территории округа Инта, о наиболее интересных проектах, которые будут реализованы в городе. Конечно же, хочу вам передать слова приветствия от главы Республики Коми Гапликова Сергея Анатольевича, от министра Савтенко Елены Викторовны. И вы прекрасно понимаете, что республика о тех проблемах, которые мы с вами поднимаем, знает и решаем их совместно. Действительно, сегодня мне хочется по заявленной теме сказать о том, в первую очередь, что уже было сделано. В этом зале в августе месяце Василий Юрьевич уже сказал, когда приезжал тогда в статусе временно исполняющего обязанности главы Республики Коми Гапликов Сергей Анатольевич, мы показывали ту программу Инты, с которой мы намерены идти в эти годы.
И сегодня я хочу, чтобы все делегаты об этом знали, слышали и, конечно же, рассказали, приехав на место. Единственный способ развития в существующих сложных социально-экономических условиях – это качественный рост промышленного потенциала города. И в этой ситуации необходимо направить усилия на сохранение и развитие действующих производств и на реализацию новых перспективных проектов. Город Инта с экономической точки зрения является моногородом из-за доминирующей роли угольной отрасли. И сегодня все усилия направлены на то, чтобы шахта работала, и есть рынок сбыта. Это Череповецкая ГЭС, на которую поставляется уголь. Стабильная работа градообразующего предприятия – это залог своевременного поступления налогов в бюджет города, и мы это прекрасно знаем, и по году это достаточно большая сумма, которую мы ежегодно, в этом году мы получили весь НДФЛ, и из этих средств нам удалось выполнить программу. Далее, наверное, нужно сказать о том, что один из важных моментов – это дорога на 35-й. Это поддержание зимней дороги в селах, и нам активнее нужно заниматься благоустройством населенных пунктов, модернизировать котельные и теплотрассы в селах, улучшать материально-техническую базу социальных объектов. Сырьевые запасы Интинского округа не ограничены только каменным углем. Здесь есть еще много полезных ископаемых, и вчера прошел брифинг с Тимано-Печорской газовой компанией, и те перспективы, которые были обозначены, а это планируется выйти на уровень добычи газа в объеме 1,5 миллиарда кубических метров в год и начать строительство газоперерабатывающего завода по производству метанола. И это будет, разведка идет. Нам только нужно пару лет подождать. Реализация проекта развития и модернизация кварцевого производства на базе месторождения «Желанное» позволит создать около 200 рабочих мест и дополнительно в доход получить 6 миллионов рублей. Реализация проекта по добыче марганцевой руды на Парнакском месторождении позволит создать около 300 рабочих мест и привлечь дополнительные средства в местную казну в размере 9 миллионов рублей в год. Российская Федерация не имеет собственной марганцевой рудной базы, и на сегодняшний день поставка марганцевой руды для российских предприятий осуществляется из-за рубежа. В целях развития туризма планируется в ближайшие годы произвести реконструкцию туристической базы «Желанное». В настоящее время проводится работа по актуализации бизнес-плана реконструкции домиков для туристических групп. И это позволит нам открыть новые рабочие места и дополнительно в бюджет города получить 20 миллионов рублей. Эти средства пойдут на существенное развитие нашего округа и на инфраструктуру, которая, конечно же, стареет и нуждается в ремонтных работах. Одним из факторов социально-экономического развития города является поддержка малого и среднего предпринимательства. И на протяжении последних 5 лет нам удалось достичь определенных успехов в этом направлении. И задача сегодняшнего дня – оказание предпринимательскому сообществу определенной помощи в открытии именно производственного бизнеса на территории нашего муниципального образования. Уже сегодня ведется работа с предпринимательским сообществом по следующим направлениям. Мы с вами много раз говорили о том, что нам необходимо перерабатывать дикоросы.
И в 2017-2018 году я очень надеюсь, что мы это с вами сделаем. Потому что это нам позволит, конечно же, занять сельское население, которое на сегодняшний день в летнее время может как определенный доход заниматься этим видом деятельности. Ну а почему мы должны с вами из Польши получать замороженные ягоды и грибы? Мы при определенных условиях с вами можем это делать сами. И это позволит нам, опять же, занятость увеличить. Ну и, конечно, пусть это будут небольшие налоги в бюджет, но это будут реальные деньги. Я не буду подробно останавливаться на переработке рыбы. Это у нас в проекте есть. Потому что здесь нам нужно будет, и мы не раньше 2018 года сможем реализовывать это направление. В 2017 году я уже сказала, на чем мы должны будем остановить свое пристальное внимание. Ну и, конечно, производство бутилированной воды, производство стройматериалов. И это все реальные проекты, которые мы с вами можем реализовывать. Но нам необходима ваша помощь, уважаемые делегаты, уважаемые сельчане, потому что вы с места должны проявлять определенную, может быть, я скажу, более активную позицию. Никто не придет и за нас с вами ничего не сделает. Поэтому я очень прошу, чтобы вы довели, доклад будет распечатан и направлен в села. Я думаю, что там нужно будет обязательно собраться и обсудить предлагаемые проекты. Нельзя не отметить уникальность сельскохозяйственного предприятия «Инты». Это агрокомплекс «Инта Приполярная». И в ближайшие 2 года там планируется завершить проект по модернизации и техническому перевооружению. И, безусловно, все то, что запланировано было в программе по агропромышленному комплексу, оно должно быть реализовано. И мы с вами не представляем жизни без этого уникального предприятия. И это позволит и иметь и дополнительные рабочие места, и увеличить местный бюджет. Воплощение вообще вот всех озвученных проектов, оно нам может дать со временем порядка 200 миллионов рублей в год, на которые мы будем с вами ремонтировать инфраструктуру, создавать маленькие мини-предприятия. И это все возможно. Одна из главных задач, которая остается актуальной ежегодно – транспортное сообщение между селами и городом. На время распутицы сельчане пользуются вертолетными рейсами. Летом ездят на лодках, а в холодное время года обустраивается зимник. Дорога Инта-Пристань, 35-й километр, поддерживается в нормативном состоянии. И в 2016 году было предусмотрено на поддержку этой дороги 500 тысяч рублей. А буквально 2 года назад было выделено на дорогу 14 миллионов. То есть, сделав дорогу хорошо, мы сейчас ее поддерживаем и уже не затрачиваем такого количества денежных средств. Если сказать об авиарейсах в села Петрунь, Косьевом, Одзвовом, то сохранено, безусловно, количество рейсов. И более того, более 4 миллионов 200 тысяч из республиканского бюджета на это дополнительно тратится денежных средств. У нас летает 2 рейса в села, и мы знаем, что вы хотели бы получить и 3-й день, чтобы летали вертолеты. Но, уважаемые сельчане, только при 70% загрузке это возможно. Вы же понимаете, что пустой вертолет, если будет находиться в салоне 2-3 человека, летать не сможет.
Но, в принципе, если загрузка будет, третий рейс мы будем решать. Были большие проблемы, и, конечно, жители Абизи обращались, что не останавливались южные поезда, что не было определенных, так сказать, условий для совершения поездки в Инту. И при помощи, опять же, конечно, главы республики Гапликова Сергея Анатольевича, заместителя председателя правительства, министра промышленности, транспорта, сейчас название изменилось и стало очень большим, Герасимова Николая Николаевича, эти вопросы были решены. Южный поезд останавливается, и появился, где-то называют электричкой, пригородный поезд, который проходит и через Абись, и, конечно, транспортная доступность стала лучше. По вопросу организации водным транспортом в села есть проблемы, и мы о них знаем. Было очень хорошее предложение в народный бюджет об обустройстве причала и автостоянки на 35-й километр. Но хочу сказать и довести до сведения делегатов следующую информацию. Предложение очень хорошее, но нужны проекты, и это в рамках народного бюджета невозможно. Но в этом направлении мы будем продолжать работать и хотим предложить, чтобы из вашего числа нашелся кто-то, кто мог бы оказывать такие платные услуги, а вот помощь методическую и в оформлении документов мы бы помогли сделать. За последние годы решено много наболевших вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, деревень, сел и поселков. Но еще предстоит сделать многое. Тепловая компания на следующий год запланировала замену котельной в селе Петрунь на блочно-модульную, капитальный ремонт части сетей теплоснабжения в Косевоме. В поселке Верхняя Инта тепловая компания произвела замену 3 котлов. В Петрунях на котельной произведен капитальный ремонт котла в этом году, что обеспечивает бесперебойное и качественное предоставление услуг по отоплению жителям. В 2017 году, как я уже сказала, планируется установка блочно-модульной котельной с заменой сетей теплоснабжения. В Косьевоме в 2016 году проведена замена дымовой трубы на котельной и частичная замена тепловых сетей. Это 280 метров. Работы будут продолжаться и в 2017 году. На благоустройство сел в 2016 году было выделено около 1 миллиона рублей. Эти деньги израсходованы, работы были проведены. Приблизительно в таком же объеме мы оставляем финансирование и в 2017 году. Но хочу вам, уважаемые делегаты, сказать о том, что мы почему-то, раньше я обратила внимание и перечитывала, когда прошлогодние доклады, но почему-то с вами не говорили о том, что тепловая компания завозит уголь. А это стоит, безусловно, достаточно большого количества денежных средств. Если считать вместе с зимником, то на эти цели расходуется 10 миллионов рублей. На 3,5 миллиона в 2017 году будет закуплен и завезен уголь. Из года в год сельчане озвучивали вопрос оборудования отдельных районов Интинского округа мобильной связью и интернетом. В этом году он, наконец, сдвинулся с мертвой точки. В 2014 году в Петрунях было установлено оборудование для вещания цифрового телевидения. Работы по улучшению качества продолжаются, и Ростелеком эту работу проводит. Были отремонтированы линии Ашпер-Петрунь, это радиолинейная линия. Также закуплено резервное оборудование на РРЛ, создан резервный прямой канал телефонной связи с Интой. В 2016 году по республиканской программе обеспечены сотовой связью деревни Роговая, Кочмис и Адзвавом.
груз ушел, все оборудование находится у вас и монтаж будет сделан. В 2017 году Ростелеком в Абизе предполагает установить коллективную точку доступа в интернет, а в 2017 году и программа это уже есть. И здесь в зале Гапликов Сергей Анатольевич дал поручение, тогда Порядин Михаил Юрьевич имел статус министра, сейчас он возглавляет администрацию главы. Значит, поручение было дано, и такое же оборудование будет закуплено и в Абизе. На конференции Коми народа член исполкома МОД Коми Войтер Галина Терентьева вкратце рассказала о работе Интинского отделения общественного движения, а также осветила основные проблемные моменты, над которыми работали члены общества. На отчетно-выборной конференции прошлого года впервые за всю историю нашего интинского представительства мы разделили полномочия члена исполнительного комитета межрегионального общественного движения Коми Войтер и руководителя представительства. Это было правильное решение, поскольку год показал, что консолидировали усилия и работали, распределяя наши силы более объемно. Поскольку основные моменты работы представительства осветит в своем выступлении Ольга Васильевна Круть, а все хозяйственные проблемные вопросы и достигнутые за год результаты делегата от сел, я остановлюсь на следующих моментах. Многие делегаты и приглашенные специалисты администрации и учреждений города принимают участие в работе нашей конференции впервые. Поэтому поясню, что национальное движение коренного народа Республики Коми Войтер, Коми народ, официально родилось на первом съезде Коми народа в 1991 году. За 26 лет работы выстроилась четкая система взаимодействия общественного движения с органами государственной власти по решению насущных проблем Коми народа. Сельские сходы как первый этап, ежегодные конференции в муниципалитетах и съезды Коми народа, проводимые всей республикой раз в 4 года, постоянно действующий исполнительный комитет с участием представителей от всех муниципалитетов Республики Коми ведут огромную работу в различных направлениях социально-экономического, хозяйственного, образовательного, культурного и других сфер жизни народа, проживающего как в сельских населенных пунктах, так и в городах, в которых больше всего возможна потеря коми-языка и традиционной народной культуры. В этом году, последовавшем за 11-м съездом Коми народа, руководством исполкома Коми Войтер при активном содействии лидера Коми-движения на протяжении многих лет Валерия Петровича Маркова была проведена большая работа по внесению изменений в устав нашей межрегиональной организации. Это была очень серьезная работа, поскольку процедура требовала согласования в Российском министерстве юстиции. И это позволит дальше работать нашему движению в рамках правового поля. Делегация Коми участвовала во Всемирном конгрессе финно-угорских народов. Исполком состоит из 29 представителей муниципалитетов республики Коми, в том числе 12 членов президиума, в которые входят авторитетные общественные деятели ведущих учреждений республики Коми, таких как Дом дружбы народов, Центр наследия имени Екатерины Сорокина, Коми научного центра, редакции газеты Коми Мо и Чушканзы, сотрудников Министерства образования и культуры. Учитывая то, что конференция имеет основной приоритет защиты интересов малочисленных коренных народов, речь на мероприятии шла не только о жизнедеятельности сел, но и популяризации коми-языка. Акцент на этом моменте сделала руководитель интинского отделения Коми Войтер Ольга Круть. Ровно год прошел с прошлой нашей конференции, где мне было оказано высокое доверие, и я была избрана руководителем интинского представительства межрегионального общественного движения Коми Войтер. Что же удалось сделать за этот период? Сразу после прошлогодней конференции с сельскими членами представительства провели заседание, на котором обсудили злободневный на тот момент вопрос по территориальному угодоустройству территории Могойнта. В апреле по нашей инициативе члены представительства участвовали в круглом столе, организованном общественной приемной главы Республики Коми, где обсудили работу представительства. Активно участвовали в сборе предложений в народный бюджет, а также в общественных слушаниях по развитию Инты. Я участвовала во встрече с тогда еще в Рио главы Республики Коми Сергеем Анатольевичем Гапликовым.
Члены представительства задали вопросы по мобильной связи Петруни и развитию пивного цеха. Хочу отметить основные направления, которые продолжает вести индийское представительство. На какую-то работу стало больше уделяться внимания. Некоторые направления взяли как приоритет. Первое. Работа по сохранению и развитию культурных традиций коренного населения Республики Коми. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в округе продолжается через деятельность Коми национально-культурного общества «Йоль» «Родник», ансамбля Коми песни «Мадаяс», через сельские творческие коллективы. В Центре национальных культур были организованы и неплохо прошли, на мой взгляд, новогодний Коми-вечер, отчетный концерт ансамбля песни «Мадаяс» и другие мероприятия. Все творческие коллективы приняли участие в празднике оленеводов Терып-Кыр. Лариса Владимировна уже рассказывала, я не буду останавливаться. В августе дни празднования 95-летия Республики Коми народный фольклорный коллектив Петрунца Югарьяс и ансамбль народной песни Лемба сельского дома культуры деревни Абись выступили в республиканском празднике народного творчества Шондибан. Следующим направлением работы представительства считаю тесное взаимодействие с общеобразовательными учреждениями города с учетом национально-регионального компонента. Приведу пример опыт проведения школьных олимпиад по краеведению. Инициативу проявила Татьяна Васильевна Канева, учитель истории, ныне директор Петрунской школы. Поддержала Галина Александровна Терентьева. Дети, учащиеся 4-7 классов гимназии номер 2 и СОШ номер 2, занимались поисковой деятельностью и представили работы о своей малой родине. 200 ребят увлеклись этой работой, показав знания истории Коми-края. 74 участника Олимпиады получили благодарности индийского представительства МОД Коми-Войтер. Сейчас мы расширили охват учащихся и через городское управление народного образования объявили Олимпиаду среди сельских школьников. В дальнейшем слово для выступления предоставили делегатам от сел и деревень. Первый свой доклад зачитала Екатерина Батманова, жительница села Косевом. По ее словам, несколько проблемных моментов жители Косевома озвучивают из года в год. Капитальный ремонт сельского дома культуры. Об этой проблеме говорим несколько последних лет. Вносим предложение включить капитальный ремонт Дома культуры в народный бюджет на 2018 год. По ремонту кровли дома номер 3. Частичный ремонт кровли в этом году проведен, но в недостаточном объеме. Кроме этого, необходим ремонт первого подъезда, где уже отваливается штукатурка. Некоторые из озвученных сельчанами проблем вполне решаемы, а другие уже в процессе выполнения. Руководство округа ведет активную работу по наказам жителей сел и деревень. Люди не могут оформить в собственность недвижимость, так как некоторые земельные участки относятся к категории земли сельскохозяйственного назначения. И даже часть многоквартирного жилого дома номер 3 находится на землях сельхозназначения. Ущемляются права социально незащищенных слоев населения, в том числе представители малочисленных народов Севера и многодетная семья. Они не могут получать меры социальной поддержки. Главный специалист сектора по работе с территориями ведет переписку, участвовала в республиканском семинаре по данному вопросу, но проблема никак не решается. Просим администрацию МОГО-ИНТА о содействии в решении вопроса о переводе земель сельхозназначения в земли населенного пункта. Упрощение регистрации в селах по месту пребывания. В последнее время в связи с ограничениями полномочий органов местного самоуправления очень проблемно в труднодоступных селах оформлять временную регистрацию по месту пребывания. Договор найма заключается на 1 год. На этот же период оформляют регистрацию по месту пребывания. Пожилые люди не могут выезжать в Инту для регистрации или оформления доверенности на регистрацию. Нотариусы также не могут выезжать в село на неделю. Вертолет летает 1 раз в неделю. В связи с этим ущемляются права льготников, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Просим рассмотреть вопрос об упрощении временной регистрации граждан
труднодоступных и отдаленных поселениях. МФЦ «Нотариус» приедет, безусловно, мы это сделаем. Про ремонт музея и про то, что будем сохранять, я говорила в докладе. Вот выяснила, к сожалению, не все знаю, поэтому вот то, что аэропорт нуждается там в ремонте, будем думать, что можно будет сделать, но это уже бюджет 2018 года. По вахтовке, по стоимости багажа никто никогда не говорил, услышала об этом вчера. Не буду говорить, что сегодня, вчера. Конечно же, вопрос будем этот решать. Не может сумка 5 килограмм стоить столько же, сколько билет. Не может этого быть, поэтому эти вопросы будем решать. Насчет трикола обещать не буду, потому что не знаю, сколько он стоит и потянет определенные затраты. Но раз вы говорите, значит, будем этот вопрос прорабатывать. Вопросы перевода земель из сельскохозяйственных в землепоселений. На 2017 год, как уже было отражено в докладе, исполняющий обязанности руководителя администрации муниципального образования, эти средства запланированы и работы будут проводиться. Вопрос согласования, который там необходимо провести, будет все в рабочем порядке вестись. Постараемся максимально ускорить эту ситуацию. Не утрачивают своей актуальности наши вопросы к ПАО «Ростелеком». Отказали нам в увеличении количества абонентов, но ведь качество имеющейся телефонной линии находится в неудовлетворительном состоянии, так как она еще ни разу не менялась с начала своего существования. 2 имеющихся канала тоже постоянно дают сбои. А то, что наше село приносит Ростелекому только убытки, это неправда. Кроме абонентской платы оплачивается и выход на межгород. И на мобильную связь выходим тоже через стационарную связь, оплата за которую в разы превышает абонентскую. Да, и в городе многие держат проводной телефон только для связи с селом. Мы стараемся уделять внимание сельской связи. Но тут надо понимать, что вот эта вот труднодоступность, да, о которой сегодня уже не раз говорилось, короткое время действия зимника, в общем-то, не дают нам в полной мере осуществить полную комплексную работу над сетями связи. Понятно, что сегодня связь — это не только телефония, но также интернет, которого, к великому сожалению, кроме села Альвис, практически нигде у нас нет. Я предлагаю все-таки включить в решение конференции, обратиться в коми-филиал к руководству с инициативой по рассмотрению вопроса до оборудования сетей связи для предоставления интернета в Косьевоме, Петрунях. По деловому, не знаю, там уже вот по республиканской инициативе вроде бы уже все решается. Андрей Терентьев приехал на конференцию Коми народа из самого большого села округа Петруни. Здесь живут 557 человек, 78 из которых дети. За последние несколько лет в Петрунь приехало 3 молодых специалистов, которые успешно работают и живут в селе. На сегодня в селе функционируют социально-культурные объекты: школа, детский сад, дом культуры, музей и библиотека. В этом учебном году в школе обучается 32 человека. За первые полгода учащиеся показали высокие результаты учебной деятельности. Стали победителями и призерами республиканских и всероссийских конкурсов и олимпиад. Петрунцы попросили содействия в решении нескольких проблем. Социальные учреждения села требуют ремонта, в плохом состоянии находится оборудование котельной. Администрация города знает об этом и ведет работу в данных направлениях. Требуют капитального ремонта здания музея и аэропорта села. Казалось бы, не самая насущная проблема, но в музее находятся уникальные, подчеркиваю, уникальные экспонаты, о которых могли только мечтать большие музеи. В нынешних условиях их сохранность находится под угрозой. В музее очень холодно. Температура порой совпадает с температурой улицы. А представьте, что зима. О какой активной и эффективной работе музея можно говорить в таких условиях? Отметим, что экспонаты жители села сдавали добровольно, а эти экспонаты являются богатым культурным наследием нашего края. И жители села крайне обеспокоены условиями их хранения. Отметим о необходимости косметического ремонта в Доме культуры. Приятно, что в честь юбилея Дому культуры был подарен сертификат на 100 тысяч рублей. Надеемся, что на следующей конференции мы с гордостью будем рассказывать,
Прекрасный ремонт мы сделали в Доме культуры. Ведь Дом культуры – это очаг сельской культуры и досуга. И сегодня в клубе работает несколько творческих объединений. Одним из ключевых является народный фольклорный коллектив Петруница Югорьяс, который в свое время прославлял нашу республику по всей России. В этом году коллектив участвовал в праздновании 95-летия республики в Сыктывкаре и в составе индийской делегации занял 3-е место. В составе коллектива трудятся и пенсионеры, и рабочая молодежь, и подрастающее поколение. Обращаемся к работникам отдела культуры, чтобы они поспособствовали, помогли в поступлении 2 выпускников этого года в колледж культуры. Может быть, рассмотреть вопрос о целевом обучении, потому что учащиеся готовы обучиться и вернуться работать либо в город, либо в село. У жителей Абизи основные вопросы возникают к руководству железной дороги. Из года в год они поднимают проблемы, связанные именно с РЖД, но решить их до конца все никак не получается. 15 октября был сход жителей села Абизи. Приезжала большая делегация с города Ихты в количестве 11 человек. В повестке дня было 2 вопроса. Это было обеспечение жизнедеятельности ПСТ Абизи и выборы делегатов на коми-конференцию. Некоторые вопросы из года в год поднимаются, но так и не решаются. Самые нерешаемые вопросы у нас в ЖД. Это открытие теплой комнаты ожидания. Мы не просим вокзал, просто теплую комнату ожидания. Когда люди едут к поезду, мы стоим на перроне и мерзнем. Хотя бы комнатку. Ходатайствовать об изменении нумерации вагонов поезда 375 сообщения Воркута-Москва. Вагон общий находится у нас в самом конце состава, когда уже и перрон кончился, и сугробы по колено, и бежишь с сумками, запыхавшись, садишься в 11-й вагон. В свое время он был 4-м. Был напротив перрона, было удобно. Ладно, мы молодые, а подумайте о пожилых людях. В Ярославль собираюсь ехать сама. Вопросов к РЖД достаточно много. Вот сделать 4-й вагон общий, где вы садитесь, я полагаю, что это можно. Но если ничего с теплой комнатой не решим в этом году, то тогда на будущий год будем брать на бюджет и отапливать в любом случае. Будем искать варианты, потому что я сама ездила и неоднократно. Поезд ждала в 40-градусный мороз в Абизи и грелась, присев так теплее. Ну, знаю, что такая, конечно же, проблема есть. От поселка Юстодор выступило сразу 2 делегата, которые и рассказали о ситуации в микрорайоне. Я рад, что как делегат представляю здесь поселок Юстодор. Ведь поистине наш поселок – это жемчужина коми-культуры. В повседневной жизни возникает много проблем, которые хочется решить. Какие-то проблемы решить удается сразу, какие-то требуют проработки. Многое сделано в поселке, но предстоит сделать еще больше. Уже вошли в проект «Народный бюджет» предложения по ремонту сельского дома культуры поселка Юстодор. И мы будем защищать данное направление, так как Дом культуры является сердцем поселка. Агрокомплексом «Интерполярная» выполнен ремонт коровника, и мы видим, как появляются новые технологии в сельском хозяйстве. Конечно, есть и проблемы, однако благодаря поддержке администрации муниципального образования городского округа Инта мы будем стараться решить и их. Нам необходимо асфальтирование, особенно на участке возле автобусной остановки, подсыпка заездов и дорог. Есть проблемы с отоплением, есть проблемы с управляющей компанией, с вывозом мусора. Однако в настоящий момент администрация взяла данные вопросы под усиленный контроль, и мы видим положительную динамику. Так, например, через неделю после схода жителей поселка Юстодор были снесены сгоревшие сараи, которые долгие годы стояли и мешали жителям, занимая место на дворовой территории. А управляющая компания, соответственно, все данное время бездействовала, и обещала нам ежегодно, что это будет снесено. Считаю, что проблемы есть, но их надо озвучивать, надо пытаться их решить, ставить новые задачи, участвовать в проектах, улучшать и благоустраивать наш поселок. Между поселком и городом налажено автобусное сообщение. Водитель маршрута номер 5 Александр Смирнов очень добросовестно относится к своей работе. Изначально поселок создавался для работников сельского хозяйства. Отрадно, что до сегодняшних времен сельское хозяйство сохранено и имеется тенденция к его развитию.
Много усилий в свое время было приложено властями республики и города по сохранению поголовья коров. Благодаря этому интинцы имеют возможность покупать натуральное молоко, а для жителей поселка сохранены рабочие места. Дополнительные рабочие места представляет Андрей Гордеев в своем фермерском хозяйстве по производству свинины. В состав агрокомплекса входит и оленеводческое отделение. Мы надеемся, что и в дальнейшем наш агрокомплекс и частное фермерское хозяйство будут поддерживаться Министерством сельского хозяйства Республики Коми. Перейдем к самой насущной для нашего поселка теме – жилищно-коммунальное хозяйство. Основная доля жалоб – это качество предоставляемых услуг. В поселке много пожилых жителей. Надо отметить, что они занимают активную жизненную позицию. В конференции они подготовили перечень наказов директору ЖЭКа «Запад». Также они просят возобновить последний рейс автобуса. Ольга Бабина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, уведомила собравшихся, что на республиканском уровне принято решение о сохранении всех видов финансовой поддержки сельских хозяйств в нашем регионе. Кроме того, продолжаются программы поощрения лучших хозяйств Коми. В этом году среди призеров семья из деревни Ягьёль. Им от Минсельхоза был передан приз. Я хочу сказать, что конкурс проводится третий год. Значит, все 3 года Интинский район представляла Батманова Елена Ксенофонтовна, поселок Абись. И представляет она его, представляет свое хозяйство она достаточно успешно, но для занятия каких-то лидирующих позиций всегда находятся какие-то нюансы. Поэтому в любом случае мы очень благодарны ей. И от лица министерства хотелось бы вручить представителю поселка Абись для передачи Батмановой Елене Ксенофонтовне благодарность Министерства сельского хозяйства. Ну и очень почетная миссия у меня сегодня – это передать диплом о награждении за участие в этом конкурсе и победу за 3-е место Сметаниной Екатерине Владимировне. Ирина Яковлевна, можно вас пригласить на сцену для того, чтобы передать и диплом, и подарок, тот ценный приз, который был выигран. Вы знаете, очень приятно, что именно наш селянин, участвуя в конкурсе, выиграл 3-е место, и очень почетно, что по республике Коми. Участвуйте в конкурсах и выигрывайте. В Инту на конференцию Коми народа приехал представитель МОД Коми Войтер из Сыктывкара. Он высоко оценил мероприятие и высказал свою точку мнения о развитии сел и деревень в Интинском округе. Я сам живу в селе. Вот сюда приехал и удивился, действительно, вот эта взаимосвязь между администрацией и селами есть. Фактически я не слышал больших проблем сел. Это правда. Если в сельских районах, когда конференции проходят, очень много проблем насчет школ, детских садиков, медицинского обслуживания. Фактически сегодня я не слышал этого. Значит, у вас все решено. Это прекрасно. Действительно, что еще хочу сказать, что если есть взаимосвязь, значит и будет будущее у села, будет будущее нашей республики. В завершении конференции Коми народа депутат Госсовета Василий Жирдицкий, глава округа Василий Сидор и исполняющий обязанности руководителя администрации Лариса Титовец наградили интинцев за добросовестный труд и большой вклад в дело сохранения исторического наследия Интинского района. Также представителям сел были вручены подарки, рекламные штендеры и информационные стенды для домов культуры. Вечером для гостей делегатов конференции и интинцев был проведен большой праздничный концерт. Он стал заключительным в большой плеяде мероприятий, посвященных 95-летию Республики Коми.
Концертные номера были посвящены Республике Коми, родному и любимому краю. В своих песнях артисты восхваляли Северную землю, ее богатство и красоту. В хореографических композициях танцоры показывали жизнь и быт коренного населения. В концерте приняли участие известные в городе коллективы ансамбль «Сударушка» и «Приполярье», хореографические ансамбли «Искорка», «Еножби», «Камелия». Свои номера представили школьные объединения. И это только небольшая доля артистов, которые радовали зрителей и делегатов Коми-конференции своим творчеством. Завершающую точку в празднике поставила финальная песня. На сцене собрались все участники концерта, которых поприветствовала исполняющая обязанности руководителя администрации Лариса Титовец. Сегодня мы с вами очень плодотворно поработали и в завершении увидели, согласитесь, такой чудесный, теплый, душевный концерт. Да? Артисты, режиссеры. И вы знаете, меня переполняет чувство гордости, потому что все те концертные программы, которые шли в течение всего года в рамках празднования 95-летия Республики Коми, они проходили на одном дыхании, потому что мы талантливый народ. Мы умеем работать, мы умеем праздновать. И поверьте, когда мы поехали в Сыктывкар, а 95-летие республики праздновали не один день, наши артисты пользовались такой большой популярностью, что и то подворье, которое было выстроено,
и те программы, которые мы показывали, и в магазине, в большом магазине Июни, проходила выставка ВДНХ, и мы там не один день представляли свои экспозиции. И вот, знаете, было очень мило и уютно. Лариса Титовец вручила артистам, которые представляли Инту на открытом республиканском празднике Шон-де-Банк, благодарности от администрации города.